А в Ухтинском университете готовятся к выпускным экзаменам обучающиеся в рамках программы содействия занятости населения. Этот федеральный образовательный проект реализуется во многих регионах России и в разных городах Коми. Но именно на курсах при Ухтинском университете учат в том числе и рабочим специальностям. Осваивать новые профессии приехали из Воркуты, Инты, Печоры, Вуктыла и Троицко-Печорского района. Виктория Науменко узнала, какие профессии они выбирают. Обучение еще не закончилось, а выпускники уже на расхват. 405 человек успешно завершают осваивать новые специальности. В их числе 17 рабочих профессий. Сварщики, автослесари, облицовщики, плиточники, штукатуры, электромонтеры, плотники. Мы список профессий отработали совместно с Министерством труда и занятости. В разной степени любой вопрос востребован. Например, операторы по добыче нефти и газа, облицовщики, плиточники. Определенный диссонанс случился со штукатурами. Они очень востребованы среди работодателей, но слушатели как-то с менее инициативностью, чем на других профессиях, отозвались как раз на обучение по этому направлению. Отсеялись единицы, и те в основном по болезни. Остальные прилежно идут до конца. Среди слушателей люди всех возрастов, от 16 до 60 лет. Безработные, работающие, но желающие освоить новую профессию и сменить место работы. Учебный график составлен так, чтобы было удобно всем. У нас есть и студенты, конечно, они работают до 3:30, есть и люди, которые уже работающее население. Но мы где-то начинаем с 5-15 минут 6, чтобы люди, которые работают до 5, успевали к нам на курс. Одной из самых востребованных оказалась специальность автослесарей. Выпускники получат свидетельство слесаря 3-го разряда. Среди слушателей есть даже девушки. Я штукатур-маляр по профессии, работаю по профессии. Есть свой автомобиль, и хотелось бы самой его ремонтировать, больше знать, больше разбираться, чтобы обслуживать его самой. Обучающиеся уже прошли теорию, заканчивается и практика. После экзамен и вручение удостоверений. Так сварщики будут сдавать теоретическую часть экзамена уже в субботу. Ребята берут билеты, там 3 вопроса отвечают. Пишут, отвечают потом. И второй этап, это будет в понедельник уже, там будет практическая часть. То есть они получат индивидуальное задание, выполнят его. И мы тут уже в комиссии будем смотреть представитель предприятия, я буду, куратор наш будет, представитель еще учебного заведения. В общей сложности было подано более 1000 заявок, но количество мест ограничено. Претендентам, которые не вошли в проект, в этом году предложат пройти обучение в последующих. Они стартуют уже в будущем году. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.